сегодня у нас урок «Основы безопасного поведения». Тема нашего урока – вода. Что такое вода? Вам всем известно. Да, у вас есть вода? Да. Вы с собой приносите каждый день бутылочку воды, потому что вы что делаете с водой? Пьете, когда вам сильно хочется пить, когда у вас жажда, вы эту воду пьете, да? Прежде чем начать урок, я бы хотела узнать, ребята, какой сегодня день недели? Понедельник. Умнички, давайте все вместе скажем. Неделя. Начинается понедельник называется. А время года какое? Весна. Умнички, весна. Скажите, пожалуйста, как называется наш месяц? Март. Правильно, месяц март. Молодцы. Так давай теперь поприветствуем друг друга. Встанем и поздороваемся. Солнце, Небо и земля. Хорошо, что с вами я. Всему миру радуюсь. Я себя люблю. Молодцы, молодцы. Давайте садимся слегка и переходим к нашей теме. Итак, ребята, тема наша сегодняшнего урока что? Вода. Вот видите, вода у нас идет откуда? Она идет, да? Набираем куда? Стакан. А здесь откуда идет вода? Из душа. Ребята, значит, эта вода водопроводная. Она же идет из крана, правильно? Да. Вода может быть как холодной, так и горячей. Так, теперь скажите, пожалуйста, горячей водой что мы можем делать? Для чего нужна горячая вода? Правильно, чтобы хорошенечко умыться, да? Мы уже намыливаем мыло и смываем именно горячей водой. Горячая вода нам помогает, но горячая настолько, чтобы не ошпариться, правильно? Да? Холодную воду очень приятно пить. Вот у вас есть бутылочка вода, она сейчас у вас прохладная, да? И когда пьете, сразу наша жажда утоляется, правильно? Молодцы. Так, давайте посмотрим дальше. Если вода бывает холодная и горячая, то еще где она может находиться? Что это такое? Это батарея. Для чего эта батарея нужна? У нас в классе есть батарея? Смотрите по сторонам. Вот она. Попробуй, Мансур. Горячая. Почему она горячая? Для чего? Греет, правильно, греет. Такая вода горячая называется техническая. Да, потому что оно находится именно в батарее. Это идет у нас отопление. У вас дома тоже греется именно вот такой батарейкой. Батарейка просто нагреться не может. Там помогает что? Вода помогает. Правильно. Давай посмотрим дальше, что у нас. Ребята, смотрите, здесь уже явление природы. Что вы видите? Дождь, смотрите, сильный дождь. Дождь в каком-то смысле тоже вода. Да, это вода дождевая, дождь же идет. А здесь, смотрите, тоже откуда она идет? Здесь дом, да? А это стек. И стек льется, смотрите, прямо как из крана тоже вода. Какие случаи так бывает? Когда идет сильный дождь. Правильно? Сильный дождь. Так, хорошо. Давай посмотрим дальше. Как же все-таки интересно одна вода, сколько нам дает знать, да? После дождя. Идем дальше. Есть вода, оказывается, какая талая. Смотрите, это деревья. Вам видна вода? Да. Видна, да? Ребята, в то время, когда еще была зима, здесь находился снег. Да? И вот когда пришла весна, снег что сделал? Растаял, конечно. После этого эта вода уже стала талая. Ребята, талая вода очень полезная. Да? В нем имеется много витаминов. Например, если пойдете домой, нальете бутылочку свою воду и поставите в морозильную камеру, то вода через час-другой станет превратиться в лед. Да? Когда вы ее вытянете из морозильника, то вода, когда немножко оттает, это уже грязная вода, ее надо слить. А то, что осталось уже из льда,
она и есть талые, самые чистые, самые полезные, самые нужные для нашего организма. Вот это вот тоже талая, потому что она стоит. Уже лед растаял, и у нас получилась вот такая вода талая. Так, посмотрим дальше. Ну вот, вам это уже картина заметно. Что здесь? Вода. Это речка, да? Правильно, речка? Это вода уже какая? Речная, ребята, это речная вода. Так, на речку ходим купаться летом? Да. Конечно, вам нравится там плескаться? Да. Конечно, нравится. Это такое великое удовольствие, когда на улице лето, когда сильно солнце пек, то пойти искупаться — это огромное удовольствие. Значит, эта вода была речная. Смотрите, здесь уже что-то другое. Огромное море. Море, оно, ребята, запомните, оно уже соленое, ее уже никак не попьешь. С речкой воду мы как-то можем попить. Морская, она уже соленая, но очень целебная. Если мы вдруг что-то поранили себе, то морская вода быстро дает заживление к тому месту, где мы поранились. Да? Сразу всю инфекцию, все микробы убивает. Помните, мы проходили тему? Мы сказали, что мы можем первую помощь использовать перец. Точно как перец — это морская вода. Запоминайте, пожалуйста, вот сколько раз. Теперь запомните, воды бывают и в озерах, и в реках, и в прудах. Кругом эта вода уже не соленая, а пресная. Вода пресная. Дальше. Так, ну вот, пожалуйста, вы видите, что здесь вода идет? Да. Ребята, очень интересно, да, что эта вода идет из-под земли сама собой. Да, она как прям волшебную такую воду называют родниковой. Повторите, пожалуйста, как такую воду называют? Родниковая. Молодцы. Так, дальше. Дальше. Так, вот, пожалуйста, это, ребята, колодец. У кого есть колодец? У меня. Вот. Что там находится? Вода. Там находится вода. Эта вода колодезная, между прочим, тоже очень такая полезная, потому что она там тоже отстаивается, все микробы падают вниз, а наверху остается чистая колодезная вода. Очень хорошая тоже вода. Так, теперь смотрите, эта вода уже бурлит. Да. Видите, вот если, например, вы съездили на море или куда-то, да, вы слышали, как оно шумит. Да. А эта вода тихая. Она просто спокойненько стоит. Ага. Так, теперь, ребята, скажите, пожалуйста, кому нужна вода? Исследуйте картину и ответьте. Рыба. Так, Жасмин, кому нужна? Рыба. Так, Мансур, еще кому? Человеком. Так, человек обязательно, конечно, нам без воды никак не прожить. Так, еще кому нужно? Дерево. Верно. Еще кому нужно? Бассейн. Еще кому нужно? Птичкам нужно. Еще кому нужно? Животным, зверям. Всем нужна вода, даже вот таким вот маленьким насекомым, да? Ага. И всем нам нужна какая вода? Чистая. Теперь, ребят, я бы хотела с вами немножко провести опыт. Вот смотрите, у меня в стакане что? Вода. Смотрите, какая она чистая, да? Да. Такая прям приятно смотреть. Теперь, так, я хочу кого-нибудь из вас. Мадиночка, пожалуйста, подойди сюда. Подойди сюда, моя хорошая. Так. Так, любую краску обмакни, любую краску вот эту обмакни, Ага. Теперь давай воду, кисточку. Так, еще раз давай попробуем. Давай еще раз попробуем. Давай, еще раз. Зеленый обмакни. Только рубашку не испачкай, зеленый обмакни. А вы наблюдаете, очень интересно, что же произойдет с водой. Угу. Давай я тебе тоже помогу. Ух ты, смотри, как меняется вода. Ты видишь? Да. Сейчас я вам всем покажу, какая вода становится у нас. Зеленая. Ой, она вообще стала такая грязная. Ой, смотрите. Так, смотрите, она какая была. Спасибо, Мадиночка, садись. Смотрите, какая вода была. Чистая.
Красная. Почему она стала такой? Потому что мы ее испачкали? Да. Так, ребята, точно так может произойти и в жизни, если мы будем весь мусор бросать на речку, да, в воду, если мы через мост будем проходить и плеваться, да, из кармана выкидывать свои фантики и все такое, вода станет вот точно такой. Можно попить такую воду? Нет. Почему? Потому что Грязная, конечно, такую воду вы сможете пить? нет. И такую воду никто не сможет пить. То, что сейчас мы на картинках показывали, никто не сможет пить. Вы это усвоили хорошо, да? Да. Так, давай чуточку отдохнем, вы, наверное, устали. Встали. Ну, ровненько все встали. Так, ветер дует нам в лицо, закачалось деревцо. Деревцо все выше и выше, ветерок все тише. Ветерок все тише. Деревцо все выше. Все, ветер утих, деревья успокоились, все, и мы успокоились, да? Так, идем дальше. Так, я сейчас что-нибудь беру. Так, воду, конечно же, надо беречь. Вот точно так мы сейчас с вами сделали опыт. Видите, что творится? Здесь мусор, здесь выкинули, наверное, здесь был какой-то поход или еще что-нибудь. Бросили, теперь она загрязняется. Точно так отсюда идет грязная вода. Вот такая. Его люди испортили, вот, да? И потому она уже вся такая грязная льется. И Такая вода уже ни к чему не пригодна. Даже дерево не сможет расти на такой воде. Беречь как надо, когда из крана подтекает вода, надо посильнее закрывать. Открыв краник, оставлять ее в таком виде нельзя. Вода будет просто уходить. Да? Поэтому так делать нет. Ведь вода что же может закончиться когда-нибудь. Поэтому надо беречь. Мусор оставлять, если вы пойдете с родителем летом в поход, будете отдыхать на берегу речки. Да? Обязательно, когда ваш родитель забывает, напоминайте. Надо мусор убирать, нельзя так оставлять, потому что все это уже бактерии и микробы. Правильно? Да. Молодцы. Так, теперь давайте проведем анализ. Какой же все-таки может быть вода? Вода, мы сказали, бывает холодная и... Правильно. Еще какая на батарее? Ага, на батарее она техническая. Еще, когда дождь идет, какая вода? Дождевая вода. А на речке вода какая? Речная. А на море вода какая? Морская. На роднике вода? Родниковая. Та, что которая из-под земли идет, родниковая вода. А в колодце вода какая? Вот у Мансура колодец есть. Колодезная. Еще речки бывают такие тихие и бурливые. Бывают бурливые. Молодцы. Вам было все понятно? Да. Ага, молодцы. Так, теперь в итоге кому нужна вода? Всему живому. Так, теперь перед вами листки, да? Так, вам, я думаю, понравилось занятие, да? Вам понравилось? О чем мы говорили? О воде говорили. А что нужно делать, чтобы вода была чистой? Что нужно людям делать? Не заграть, не загрязнять, правильно. Так? Нужно ли экономить воду? Обязательно нужно. И для чего? Для себя же, да? Для нас же нужно, правильно? Для человека, конечно, мы без воды уже жить не сможем, правильно? Так, теперь у вас перед вами картинки. Я хочу вам предложить порисовать. Так? Сейчас. У всех готовы эти листы? Так, вы должны нарисовать круговорот воды в природе. Смотрите, что это? Облачко. Откуда идет что? Дождик. Так, это тоже облачко. Откуда идет? Снег. А тут солнышко. Смотрите, когда солнце начинает сильно греть, облака становятся тяжелыми и начинают уже каплями опускаться на землю. Видите, это все оттуда и идет. Попробуем, давайте изобразить очень такой рисунок у себя на листах. Пожалуйста.
Открываем свои карандаши, берем и начинаем рисовать.